Друзья, в марте, по итогам прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, глава российского государства отметил, что отношения между нашими странами находятся на высшем уровне за всю их историю, то есть со времен установления дипломатических отношений во времена Андрея Великого. И действительно мы видим, как стремительно, особенно после снятия ковидных ограничений, развиваются российско-китайские отношения на всех уровнях, от геополитического и макроэкономического до культурного и гуманитарного. Только в июне открывшийся в Якутске форум стал третьей крупной площадкой, на которой собрались представители двух наших стран после Петербургского международного экономического форума и Харбинской ярмарки. Особенно, конечно, впечатляет динамика товарооборота между нашими странами. В прошлом году товарооборот превысил 190 миллиардов долларов, что в 2 раза превышает показатели десятилетней давности, когда господин Си Цзиньпин возглавил китайское государство. Есть данные и за первые 5 месяцев этого года, они тоже радуют. Товарооборот уже превысил 93 миллиарда долларов, увеличившись на 40%. Важную роль в укреплении культурных и деловых связей играют контакты регионального, муниципального уровня, народная дипломатия. Это хорошо видно на примере Якутии, для которой торговля с Китаем составляет более половины от всего внешнеторгового оборота. За последние 20 лет Республика Саха-Якутия заключила соглашение о сотрудничестве со многими городами и провинциями Китая. С рядом из них установлены побратимские отношения. И каждое из этих соглашений является, пусть маленьким, но кирпичиком в основании нашей российско-китайской дружбы. Сегодня мы обсудим перспективы отношений между нашими странами, регионами и муниципалитетами.